Здравствуйте, дорогие телезрители национального телевидения, радиослушатели национального ИТВАН радио. На часах 11:45. Еще 15 минут остается до начала послания главы Чувашии Госсовету Республики. Сегодня Олег Николаев зачитает документ, в котором озвучит основные направления государственной политики Чувашской Республики. Мероприятие проходит в Чувашской государственной филармонии. Начало в 12 часов. Прямую трансляцию послания ведет национальное телевидение Чувашии, национальное ИТВАН радио. Также посмотреть трансляцию можно в социальной сети ВКонтакте, в сообществах Олег Николаев и Чувашская Республика и в телеграм-канале главы региона. Это уже третье обращение главы региона к Государственному совету Чувашии с момента вступления Олега Николаева в должность. В этом году во время трансляции можно будет оценить послание главы Чувашии и высказать свое мнение. Для этого необходимо будет просканировать QR-код, который будет на экране. Для людей с нарушением слуха будет организован сурдоперевод послания. Напомню, в Чувашской государственной филармонии работает выездная студия национальной телерадиокомпании Чувашии. Сейчас там идут последние приготовления. Сейчас с нами на связь готова выйти моя коллега Регина Кубайкина. Регина, тебе слово. Как обстановка в филармонии? Пурниди сылы сунадып. Чуваш 17 телерадиокомпания Тюре и Ферда. Чуваш Республики Бушных Олег Николаев качал ебегвищий маршрут. Чуваш Республики почал конечно щируба духать. И бир филармонии рем. Качал кунапиди нумайща нелегкертни. Возникчен фари сурдопереводчик эшлини. Кажется Чуваш Республики Нже. Вижи бенетлащин слух тележенчень. Хулхайль минибе. Хавжану. Татьяна Кажанова. Здравствуйте. Вы сегодня будете сурдопереводчиком. И в 12 часов ровно вы будете транслировать также оглашение послания главы Чувашской Республики. Расскажите, пожалуйста, об особенностях работы сурдопереводчика в прямом эфире. Ну, во-первых, переводчик жестового языка должен внимательно подвести неслышащих граждан к тому, какой текст идет, передать смысл обращения, основные данные, основные сведения, которые тоже интересны данным представителям нашего общества. Мы знаем, что в этом году текст послания до последнего держался в секрете. Скажите, пожалуйста, наверняка вам дали его заранее? Я готовилась по предыдущим посланиям для того, чтобы определить, какие направления, сферы деятельности, основные моменты будут указаны уже в этом году. Немного расскажу о Татьяне Кажановой. Она работает доцентом кафедры в Чувашском государственном педагогическом университете имени Яковлева, является волонтером, участником различных благотворительных форумов. Ну что ж, пожелаем Татьяне удачи, а мы спешим уже на другую локацию. Мы с вами не прощаемся, мы работаем в прямом эфире. Татьяна, передаю вам слово, студия. Спасибо, Регина. В филармонии продолжают собираться гости. Это члены парламента и правительства Чувашской Республики, депутаты Государственной Думы, участники специальной военной операции, руководители организаций и предприятий республики, представители политических партий, общественных, национально-культурных объединений и религиозных организаций, представители средств массовой информации. Кстати, сегодня на послании работают порядка 60 журналистов. Это уже третье послание Олега Николаева Госсовету Чувашии с момента вступления его в должность. В 2021 году послание Государственному совету Олег Николаев озвучил в торжественной обстановке 2 февраля в Театре оперы и балета Республики. Это было его первое обращение к региональным законодателям в должности главы Чувашии. Послание длилось около часа. В прошлом году, 28 января, Олег Николаев выступал 1 час 19 минут, тоже в филармонии, как и в этом году. Сегодня глава региона в своем послании расскажет о приоритетных направлениях развития Чувашии. Культура, образование, поддержка мобилизованных и их семей, сельское хозяйство, медицина, инфраструктура и экология. Речь пойдет обо всех сферах жизни населения. В зале сегодня ожидается порядка 600 человек. Приглашены депутаты Государственной Думы Анатолий Аксаков, Алла Салаева. Председатель Госсовета будет присутствовать Леонид Черкесов. Председатель Республиканской общественной организации «Союз женщин Чувашии» Наталья Николаева. Митрополит Чебоксарский и Чувашский высокопреосвященнейший Савватий. Муфтий духовного
мусульманства Чувашии Альбир Крыганов. Пока продолжают собираться там гости, моя коллега собирается снова выйти с нами на связь и уже поговорить с участниками послания непосредственно. Если Регина готова, мы готовы. Регина, тебе слово. С минуты на минуту начнется послание главы Чувашской республики Государственному совету Чувашии. 12 часов ровно. Он выйдет на эту сцену, подойдет к этой трибуне. Мы видим, что наши телеоператоры заняли свои позиции. Также видим, что гости, приглашенные, уже заняли свои места. В этом зале будет располагаться более 600 человек. Кроме этого, предусмотрены места на балконе. И впервые в этом году первые ряды будут занимать участники специальной военной операции. Студия, я передаю вам слово. Татьяна. Сейчас 11:52 на часах, еще 8 минут остается до того, как глава Чувашии начнет оглашение послания Госсовету Чувашии. В зале собираются гости, ажиотаж филармонии. Олег Николаев зачитает сегодня документ, в котором озвучит основные направления государственной политики Чувашской республики. Мероприятие, напомню, проходит в Чувашской государственной филармонии. В 12 часов Олег Николаев уже начнет его оглашение. Прямую трансляцию послания ведет национальное телевидение Чувашии, национальное ИТВАН радио. Также посмотреть трансляцию можно в социальной сети ВКонтакте, в сообществах Олег Николаев и Чувашская республика и в телеграм-канале главы региона. Это третье обращение главы Чувашии Государственному совету с момента вступления Олега Николаева в должность. В этом году во время трансляции можно будет оценить послание главы Чувашии и высказать свое мнение. Для этого необходимо просканировать QR-код, который появится во время оглашения документа. Для людей с нарушением слуха будет организован сурдоперевод послания. Напомню, в Чувашской государственной филармонии работает выездная студия национальной телерадиокомпании Чувашии. Порядка 600 гостей туда прибывают. Сейчас все рассаживаются по своим местам. Работают там мои коллеги. Порядка 60 журналистов заявлены. Они будут работать на послании, озвучивать, писать материалы, озвучивать тезисы, говорить о том, что глава Чувашии хотел передать депутатам, правительству Чувашской республики. Уже остается буквально несколько минут до начала послания. Я напомню о предыдущих посланиях Олега Николаева. В 2021 году послание Государственному совету глава Чувашии озвучил в торжественной обстановке 2 февраля в Театре оперы и балета Республики. Это было его первое обращение к региональным законодателям в должности главы Чувашии. Послание длилось около часа. В прошлом году, 28 января, Олег Николаев выступал 1 час 19 минут, тоже в филармонии, как и в этом году. Сегодня глава региона в своем послании расскажет о приоритетных направлениях развития Чувашии: культура, образование, поддержка мобилизованных и их семей, сельское хозяйство, медицина, инфраструктура и экология. Речь пойдет обо всех сферах жизни населения. Сейчас с нами на связь готова выйти моя коллега из филармонии и поговорить с участниками непосредственно этого послания. Среди них, как я уже говорила, и депутаты Государственной Думы, депутаты Госсовета Чувашии, представители общественных организаций, представители конфессий, участники специальной военной операции, а также очень много представителей молодежного парламента, молодежного правительства и молодежи. В зале ожидается порядка 600 человек. Должны прибыть депутаты Государственной Думы Анатолий Аксаков, Алла Салаева, председатель Госсовета Чувашской Республики Леонид Черкесов, председатель Республиканской общественной организации «Союз женщин Чувашии» Наталья Николаева, митрополит Чебоксарский и Чувашский Саватий. Все, мне уже передают, что моя коллега готова выйти на связь. Регина, тебе слово.
К нам присоединилась Татьяна Лепустина, председатель молодежного правительства Чувашской Республики. Татьяна, скажите, пожалуйста, каждый год в послании очень много тезисов про молодежную политику. Скажите, пожалуйста, у вас какие ожидания в этом году? Всем добрый день. Я считаю, что сегодняшнее послание – это не просто дорожная карта, согласно которой нам предстоит работать весь текущий год. Это некая философия, это некий задел для нас, для молодежи. Ведь ежегодно в послании главой республики обозначаются контрольные точки, которых мы должны следовать. И, соответственно, объединяя все усилия молодежи, правительства республики и всей общественности, мы должны стараться сделать наш регион краше и людей нашего региона более узнаваемыми. Ведь новые возможности, они даются всем. Татьяна, огромное спасибо. Я передаю слово нашей студии. Мы с вами не прощаемся. Мы также будем работать с вами в прямом эфире. Студия. Спасибо, Регина. В зале филармонии собираются члены парламента и правительства Чувашской Республики, депутаты Государственной Думы, участники специальной военной операции, руководители организаций и предприятий республики, представители политических партий, общественных, национально-культурных объединений и религиозных организаций, представители средств массовой информации. Напомню, что сегодня на послании работают порядка 60 журналистов. Работает наша выездная студия национальной телерадиокомпании Чувашии. Это режиссеры, инженеры, журналисты. Сейчас вот-вот на нашем экране появится уже зал филармонии, в котором гости находятся практически в полной готовности. Через несколько минут начнется послание главы Чувашии 2023 Государственному совету Чувашской Республики, где будут озвучены основные направления, по которым в 2023 году предстоит работать депутатам, муниципалитетам. Вот мы уже видим, хор выстроился на сцене. Практически все готово к началу послания. Остаются считанные минуты. Как всегда, конечно, послание начнется с гимна Российской Федерации. В зале уже почти собраны все гости, все рассаживаются по своим местам. Порядка 600 человек должно быть в зале филармонии. Алексеевич Николаев.
Өрігін болдыр. Хақлы юлдашсем, Чуваш пашалық канадин депутатизем, паинхи пухова киліне хақлы ханазем, хақлы ендерсем. Чуваш республикин конституциябе шереплетне май, эбир баян Сиренбек кажал тада шидеш жылженде туза бумалы эсемберге галажа бар, тіле зенесуцеявы бар, камын, хажан, тада ашта, міле вай хумалыне паларса хвары бар. Уважаемые депутаты Государственного совета Чувашской республики, дорогие почетные гости, приглашенные, дорогие жители Чувашской республики. 2022 год мы с вами посвятили нашим выдающимся землякам. Тем самым мы продолжили взятый курс на сохранение памяти и воспитание патриотизма. Мы вспомнили имена наших предков, прославивших Чувашский край. Радовались успехам людей, которые среди нас, в том числе и в этом зале. Это работники культуры, здравоохранения, науки и образования, спорта и многих других сфер жизнедеятельности. Следует отдельно отметить наших земляков, которые фактически пишут историю страны в наше время, закладывают фундаментальные основы нового миропорядка. Речь идет об уроженцах республики, участниках специальной военной операции на бывшей территории Украины. Скажу словами президента России Владимира Владимировича Путина. Каждый из них является для нас героем. Они наша гордость. Приезжая на малую родину для восстановления после ранений, многие из них проводят уроки патриотизма в школах. Для подрастающего поколения такие встречи незабываемы. Знаю это не понаслышке, мои дети рассказывают мне об этом. Патерлых шабажура паларать, тезегаланова тезем. За самоотверженные действия и мужество в борьбе с неонацистами многие наши земляки удостоены наград разного достоинства. К большому сожалению, есть те, кто посмертно, в том числе герои России Дмитрий Семенов и Александр Старчков. Предлагаю почтить минутой молчания тех, кто, продолжая славные традиции наших предков, отдал свои жизни ради будущего нашей страны. Спасибо. Правительством организовано комплексное сопровождение военнослужащих и их семей. Для этого выстроена межведомственная работа на муниципальном и на республиканском уровнях. Процесс остается на постоянном контроле. Наша задача – организовать эту работу таким образом, чтобы у наших земляков не было другой мысли, как выполнять боевую задачу. Возвращаясь к прошлому году, уважаемые коллеги, хочу сказать о том, что республика внесла достойный вклад в год культурного наследия народов России. Проведение 3 из 36 основных мероприятий федерального масштаба было доверено Чувашии. Это фестиваль-марафон «Песни России», первая всероссийская детская фольклориада и, конечно, вышитая карта России. Проект «Вышитая карта России» объединил все регионы и народы нашей необъятной страны. 263 мастера народного прикладного искусства в считанные месяцы сотворили шедевр, который передает все многообразие традиций, техник и материалов. Став чуть ли не единственным материальным объектом в рамках Года культурного наследия, карта позволила включить Чувашию во всероссийский туристический маршрут «Многоликая Россия».
Кроме того, Минкультуры страны поддержана наша инициатива провести в этом году фестиваль вышитых карт регионов России. Правительству республики предстоит провести весь комплекс мероприятий по подготовке и проведению этого яркого мероприятия. Чествование достойных сыновей и дочерей Чувашии, конечно, не ограничится годом выдающихся земляков. Мы продолжим организовывать посвященные им мероприятия. В частности, отметим 100-летие со дня рождения народной артистки Советского Союза, почетного гражданина Чувашской республики Веры Кузьминичны Кузьминой. Важнейшей датой станет для нас 175-летие со дня рождения патриарха и просветителя Ивана Яковлевича Яковлева. Его заветы, написанные десятки лет назад, актуальны и в настоящее время. Он завещал нам верить в силу мирного труда. Килише ишленеш пызыгузылла, умбегеже юрадар. Чын пичеке эжеде пит-пигензе, юратса ишлер. Шанзад Ратпар, пирин патриарх халалне, упраны чаваш халық культурибе челхине адаландарма, елы ергене упразаха варма пулыжы. Названные мероприятия лаконично дополнят своим содержанием текущий год. Счастливого детства в Чувашии, педагога и наставника в России. Свое применение найдут и результаты работы, проведенной в год выдающихся земляков и год трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Помимо вышитой карты, это, конечно же, мемориал строителям безмолвных рубежей, книги и энциклопедии, интернет-ресурсы и фильмы, межрегиональные патриотические мероприятия и многое другое, что позволит погрузить подрастающее поколение в историю и сформировать человека, уверенно шагающего в будущее. Главная цель года счастливого детства – создание системы комплексного сопровождения каждого ребенка в соответствии с индивидуальной траекторией его развития. В настоящее время много делается для этого как в рамках национальных проектов, так и в соответствии с отдельными решениями президента страны. Строятся новые школы и детские сады. Реализуется программа модернизации системы образования, возврата части стоимости путевок в детские лагеря, школьный туризм, Пушкинская карта и другие направления. Формируется кардинально новая система поддержки семей в целях сопровождения ребенка с момента рождения до достижения совершеннолетия. Правительством республики, как правило, принимаются решения развивающие и содержательно дополняющие федеральные. Но даже при множестве направлений поддержки и возможностей порою не хватает слаженности действий, вовлеченности в процесс как самих участников, так и институтов гражданского общества. В итоге система работает не очень эффективно. Наша задача в текущем году найти такие формы взаимодействия и организации деятельности, чтобы все работало как часы. Прошу правительства республики и администрации муниципальных образований не ограничиваться формальной реализацией мероприятий. Необходимо искать новизну через творческие подходы и обеспечить широкое вовлечение в процесс самих детей и молодежь, общественной организации. Для этого уже имеется много возможностей. В частности, действуют школьные, театральные и медиастудии. Еще ранее были созданы школьные музеи. В этом году для детей на базе Чувашского института культуры и искусств откроется школа креативных индустрий. Это серьезное дополнение к возможностям Центра одаренных детей «Эдкер», который уже завоевал любовь школьников и учителей всей республики. Активно реализуется программа создания единого образовательного пространства. За последние 2 года прошли полную модернизацию 68 школ. Еще 35 пройдут в текущем году. В этом году будут введены в эксплуатацию 2 новые школы в микрорайоне Садовой города Чебоксары и Мариинском Посаде. Начато строительство 3 школ в микрорайоне Университет города Чебоксары, Новочебоксарске и Кугесих. В течение первого полугодия приступим к возведению еще 3 школ по концессии в микрорайоне Солнечный города Чебоксары, селе Чурачики Тивильского района и селе Яльчики Канарского района в рамках программы КРСТ. Не прекращается работа по включению в программу строительства по концессии еще 4 школ города Чебоксары. Правительству республики необходимо
приложить максимум усилий для опережающей реализации начатых проектов по формированию единого образовательного пространства. Не менее важно активно подготовить аналогичную программу для детских садов и летних оздоровительных лагерей. В развитии решений президента России в рамках республиканской программы «Школьные стадионы» при каждой школе мы создаем спортивные пространства. Тем самым обеспечивается физическое развитие детей. В активное занятие спортом вовлекаются и жители близлежащих территорий. На эти цели в текущем году будет направлено более 400 миллионов рублей. Особое значение имеет поддержка молодежи в начале трудовой деятельности. За последние годы мы запустили проект по созданию учебно-производственных классов, призванный обеспечить раннюю профориентацию школьников и получение первой профессии в старших классах. Начали серьезную трансформацию системы среднего профессионального образования для подготовки специалистов высокого класса по востребованным в экономике и социальной сфере специальностям. Усилили взаимодействие с ведущими вузами и системообразующими предприятиями. Это позволит не только готовить необходимые кадры, но и вести поиск перспективных, основанных на научных изысканиях направлений развития республики. Реальным инструментом поддержки юных жителей республики должна стать государственная молодежная политика. Она способствует раскрытию их потенциала на любом этапе, от школы до вуза и после трудоустройства. Сфера молодежной политики должна быть переосмыслена. И первые шаги нами уже сделаны. В рамках преобразования муниципалитетов подняли статус специалистов по делам молодежи до советника главы администрации. На уровне правительства Чувашии усилили структуру, отвечающую за молодежную политику. Прошу Минобразования Чувашии в кратчайшие сроки разработать государственную программу развития молодежной политики до 2030 года. В ней нужно учесть создание и деятельность республиканского и местных отделений российского движения детей и молодежи. В итоге мы должны создать стройную и сбалансированную систему участия государства в становлении человека с момента рождения до его взросления. Уважаемые коллеги, ключевую роль в жизни человека играет медицина и социальная поддержка. В период пандемии и сложной ситуации с поставками оборудования в связи с введенными санкциями система здравоохранения достойно ответила на все вызовы. При этом не сбавлены темпы модернизации и в высокотехнологичном сегменте, и в первичном звене. Республика сохраняет лидирующие позиции по показателю снижения младенческой смертности. Мы на втором месте в России в рейтинге цифровой зрелости здравоохранения. С 2020 по 2022 год в отрасль направлено почти 80 миллиардов рублей, в том числе около 11 миллиардов рублей на мероприятия национального проекта здравоохранения. Достигнуты ощутимые результаты, 2/3 поликлиник обновлены и работают по новым федеральным стандартам бережливых технологий. В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения, на которую направлено почти 1 миллиард 800 миллионов рублей, построено и отремонтировано 106 объектов. Это обновленные фельдшерские пункты, врачебные амбулатории и поликлиники. Приобретено новое оборудование и автомобили, модернизирована информационно-коммуникационная инфраструктура учреждений. В прошлом году для 5 больниц закуплены новые компьютерные томографы. В 2023 году в планах модернизировать еще 42 объекта. Ежегодно расширяется спектр высокотехнологичных методов лечения. В прошлом году в республиканском кардиодиспансере стали доступны диагностика и лечение сложных нарушений ритма сердца. Онкологи освоили методы лучевой терапии. Рост доступности и качества медицинской помощи будет обеспечен за счет строительства больничного комплекса Республиканской клинической больницы, нового лечебного корпуса Республиканской детской клинической больницы, нового корпуса городского перинатального центра. Работа идет, как говорится, полным ходом. Минстрою совместно с Минздравом в Чувашии необходимо скоординировать работу и обеспечить к концу 2023 года завершение разработки проектов больничного комплекса Республиканской клинической больницы и лечебного корпуса детской
клинической больнице с получением положительного заключения госэкспертизы. Минздраву Чувашии направить заявки на включение объектов в федеральную адресную инвестиционную программу. С 2022 года реализуется федеральная программа по развитию медицинской реабилитации. Благодаря этому современным оборудованием были оснащены Республиканская детская клиническая больница и городская клиническая больница номер 1. На очереди Республиканский кардиодиспансер. Принципиально новым направлением деятельности стали оказание помощи и реабилитация военнослужащих. Этим уже воспользовались 60 участников специальной военной операции. Родственники и члены их семей также получают медико-психологическую помощь. В 2023 году Минздрава Чувашии следует реализовать все мероприятия федеральной программы реабилитации и отдельно приложить все усилия по претворению в возможность включения в нее предприятия «Чуваший курорт» как межрегионального реабилитационного центра, строящегося на основе государственного частного партнерства. Все это в комплексе нам позволило повысить качество и доступность медицинской помощи жителям республики, добиться положительных результатов по так называемым верховым индикативным показателям отрасли. Это ожидаемая продолжительность жизни, рождаемость, смертность, в том числе младенческая. Существенное влияние, уважаемые коллеги, на состояние здоровья, конечно же, оказывает физическая культура и спорт. Чувашия имеет славные спортивные традиции и прочно закрепила за собой статус одного из самых спортивных регионов страны. Каждый второй житель республики ведет активный образ жизни. В 2022 году их доля по сравнению с 2019 годом увеличилась на 5%. Год от года к спорту приобщается все больше семей, детей, пожилых граждан, трудовых коллективов. Этому способствует в том числе возрожденным президентом России Владимиром Владимировичем Путиным комплекс ГТО. За 8 лет к нему присоединились более 226 тысяч жителей Чувашии. Это нам позволило занять 14 место среди всех регионов страны. Но, как видим, есть еще куда расти. Чувашия традиционно входит в число лидеров по уровню обеспеченности населения спортивными сооружениями. Данный показатель составляет более 84%, что на 25 процентных пунктов выше среднероссийского значения. За последние 3 года построены и реконструированы десятки спортивных объектов различного назначения на сумму около 1 миллиарда рублей. До конца текущего года предстоит завершить работы на крупных объектах. Это реконструкция Чебоксарского стадиона «Волга», строительство крытого катка с искусственным льдом в микрорайоне Новый город в Чебоксарах. В прошлом году удалось решить еще одну ключевую проблему с 10-летней историей – строительство лыжероллерной трассы для Центра зимних видов спорта. Для этого из федерального бюджета выделено 730 миллионов рублей. Сводом трассы станут возможны соревнования мирового уровня. Минстрою совместно с Минспортом Чувашии предстоит организовать строительство таким образом, чтобы начать зимний сезон 2024 года на обновленном объекте. Благодаря существенной корректировке программ подготовки и поддержки наших спортсменов достигли ощутимых результатов. 237 человек вошли в прошлом году в составы сборных команд России. Это лучший результат за 10 лет. На российской и международной аренах они завоевали более 1200 медалей разного достоинства. Сейчас, когда Россия сражается за право оставаться свободной и независимой, как никогда велика роль спортивной отрасли в воспитании патриотизма и гражданственности, создании здоровой, способной защитить себя нации. Минспорту совместно с Минобразованием Чувашии необходимо разработать дорожную карту по созданию Центра военно-спортивной подготовки и патриотической подготовки молодежи. И уже в этом году Центру следует охватить учебными сборами и профильными сменами не менее 1900 человек. В 2022 году принята концепция развития специализированных оздоровительных центров развития детей. На базе Белых камней, Росинки и санатория «Лесная сказка» будут созданы центры современного круглогодичного детского оздоровительного отдыха. Они позволят детям раскрыть свои возможности, таланты, проявить инициативу и завоевать уважение сверстников.
Минобразование совместно с Минздравом, Минстроем и Минспортом Чувашии необходимо разработать и выполнить план мероприятий по реализации концепции. Дорогие друзья, семья во все времена является основой гармонии в обществе. Она играет главную роль в формировании и развитии личности. В республике формируются новые подходы к комплексному социальному сопровождению семей. Создаются консультативно-методические центры «Мой семейный центр» для оказания федеральных, республиканских и муниципальных мер поддержки по принципу одного окна. В прошлом году в Чебоксарах и Шумиле созданы 2 таких центра, еще 2 появятся в городах Чебоксары и Канаше в этом году. С 2023 года выстраивается целостная система поддержки малообеспеченных семей с охватом всех нуждающихся детей. Единое пособие будут получать около 75 тысяч человек. При назначении пособия потребуется лишь одно заявление в электронном виде. В непростых условиях последних лет с нас не снималось выполнение приоритетной задачи, поставленной президентом России – снижение бедности. Несмотря на новые расходы бюджета, объемы социальной поддержки населения только увеличивались. На поддержку малоимущих семей в прошлом году было направлено более 8 миллиардов рублей со всех источников. Для сравнения, в 2019 году на эти цели было направлено на 1 миллиард 260 миллионов рублей. Усилия правительства республики в области экономики позволят добиться увеличения среднемесячной заработной платы на 35% относительно 2019 года. Ее размер превысил 40 тысяч рублей по оперативным данным. Все это дало возможность с опережением претворять в жизнь плановые значения показателя по снижению бедности в республике. Но надо учесть и то, что нуждающихся еще достаточно. И они нуждаются в поддержке государства. Они просто чувствуют на себе последствия колебаний цен. Поэтому поручаю правительству республики в целях дополнительной поддержки наших граждан с 1 февраля проиндексировать все социальные выплаты на показатель реальной инфляции за прошлый год. Это пока 12,2%. В год счастливого детства считают также необходимым запустить давно обсуждаемую меру поддержки подарок новорожденному с элементами национальной символики. Надо выработать новые подходы и к другой, широко обсуждаемой мере поддержки многодетных семей – предоставлению земельных участков. Поступает много обращений семей, в том числе по альтернативным финансовым мерам взамен предоставления земельного участка. Прошу правительство республики в течение первого полугода представить такие предложения, предусмотрев и меры поддержки в строительстве жилья. При этом семья, конечно же, должна будет построить дом в установленные сроки. Большой вклад в активное долголетие старшего поколения внес уже знакомый жителям проект «Мой социальный центр». Он реализуется на базе 7 центров социального обслуживания в Алатыре, Канаше, Козловке, Новочебоксарске, Чебоксарах, Ядрине и Чебоксарском районе. Развитие творческого потенциала старшего поколения, обучение азам компьютерной и финансовой грамотности, занятия физической культурой и спортом, общение со сверстниками, вовлечение в общественную и волонтерскую деятельность ведут к здоровому долголетию. В течение года такие центры активного долголетия планируется открыть в Порецком и Цивильском районах. Республика также вошла в число регионов, которым выделят средства для реализации сразу нескольких направлений социальной поддержки, что позволит существенно улучшить инфраструктуру сопровождения людей в различных жизненных ситуациях, в том числе на основе удобных для людей цифровых технологий. На приобретение реабилитационного оборудования, комплексную модернизацию центров занятости населения, развитие социальной поддержки семей с низким уровнем дохода Чувашия получит 235 миллионов рублей из федерального бюджета. Минтруду Чувашии совместно со всеми заинтересованными участниками необходимо достичь всех целевых показателей, что должно повлиять и на самочувствие людей с ограниченными возможностями, состояние занятости населения, а главное – поступательно добиваться снижения доли людей с доходами ниже прожиточного минимума. Уважаемые земляки, сегодня перед нами стоит задача не только сохранять окружающую среду для будущих поколений, но и улучшить ее состояние по возможности. Благодаря последовательной работе Чувашия входит в десятку лидеров экологического рейтинга России. Республика также занимает 4-е место по ведению лесного хозяйства, улучшив этот показатель
на 39 пунктов за прошлый год. Также высокие места занимаем по эффективности в сфере обращения с отходами в зеленом рейтинге, который ведется на уровне Российской Федерации. А город Чебоксары вошел в топ-15 наиболее экологичных административных центров регионов с наивысшей ESG оценкой. В течение последних 2 лет нами совместно с российским экологическим оператором проведена большая работа по актуализации территориальной схемы обращения с отходами. Наша цель – добиться стопроцентной сортировки и переработки не менее 50% отходов. Президентом России поставлена задача обеспечить достижение названных показателей до 2030 года. План наших действий позволит на 3-4 года сократить этот срок. Но главное – обеспечить экологическое благополучие региона и создать благоприятные условия для реализации подходов к его устойчивому развитию. Чувашия в числе субъектов страны, где уже реализуется региональный план адаптации к изменениям климата. С учетом национальных целей развития страны разработана концепция устойчивого развития республики. Это система взглядов на базовые принципы, цели и задачи, приоритетные направления и механизмы в контексте ESG-повестки. Концепция будет определять экономическую и финансовую повестку Чувашии в ближайшем и отдаленном будущем. Для более эффективной ее реализации в течение года должны быть утверждены отраслевые императивы и стандарты, что позволит использовать такие технологии, которые, повышая качество жизни людей, не будут ухудшать экологический баланс, а где-то даже и улучшать. В качестве примера приведу исследование в рамках создания карбонового полигона совместно с Республикой Мордовия и Ульяновской области. Кроме того, следует ускорить работу по созданию блока мониторинга состояния окружающей среды, автоматизированного программного комплекса «Безопасный город». А Минобразованию Чувашии необходимо внедрить в образовательных учреждениях экологоориентированные программы с конкретными мерами по формированию экологической культуры у подрастающего поколения. В прошлом году, уважаемые коллеги, был обеспечен ввод более 850 тысяч квадратных метров жилья, что почти на 19% превышает объемы 2021 года. Это стало возможным прежде всего за счет увеличения ввода частных домовладений. А это увеличение, конечно же, было основано прежде всего на 2 составляющих. Это на инвентаризации индивидуального жилищного фонда и программы социальной догазификации. В этом году необходимо обеспечить ввод жилья в объеме не ниже уровня 2020 года. У нас на сегодняшний день на стадии строительства уже находится более 811 тысяч квадратных метров многоквартирного жилья. Для достижения намеченной цели, конечно же, в рамках исполнения указа главы республики о мерах по обеспечению государственного кадастрового учета недвижимого имущества Чувашской республики от органов местного самоуправления потребуется слаженная работа по инвентаризации объектов индивидуального жилищного строительства. Прошу Минстрой Чувашии обеспечить координацию этого процесса на должном уровне. Правительство республики продолжит поддерживать строительство жилья, в том числе в части создания инфраструктуры. На эти цели мы получили более 5 миллиардов рублей инфраструктурных бюджетных кредитов. В 2022-2025 годах на 8 участках комплексной жилищной застройки в Чебоксарах, Новочебоксарске, Канаше и Чебоксарском районе будет построено около 47 километров инженерных сетей и 11 километров внутриквартальных и магистральных дорог, а также 4 детских сада на 940 мест. Из вышесказанного уже в текущем году завершится строительство 37 километров инженерных сетей и 8 километров дорог. Для стимулирования спроса с 2021 года республикой предоставляется единовременная выплата на оплату первоначального взноса по ипотечным кредитам в размере до 20% от стоимости жилья. В прошлом году этой поддержкой воспользовались 204 семьи. В дополнение к этому с этого года будет реализована новая мера в виде снижения процентной ставки на 3 процентных пункта, которые смогут воспользоваться не менее 236 семей. Если данная мера будет востребована и
будет пользоваться спросом, мы, конечно же, пересмотрим объемы финансирования этих мер поддержки. Будет продолжена господдержка семей, улучшение жилищных условий в этом году. Оно коснется не менее 2000 семей. Важно отметить, что за последние 2 года мы полностью обеспечили жильем многодетную семью с 7 и 8 и более детьми. На эти цели была направлена часть средств федеральных грантов правительства Чувашии за эффективную работу в 2021 и 2022 годах. Цель на 2023 год, конечно же, не снижать эти темпы. На сегодняшний день уже в бюджете предусмотрено обеспечение 315 детей-сирот жильем и не менее 65 многодетных семей с 5 и более детьми. В прошлом цифры, соответственно, были 305 по факту и 65 было запланировано 30, по итогам года мы предоставили 65 семье квартиры. Практика последних 2 лет показывает эффективность предоставления сертификатов на покупку жилья сиротам и многодетным. Ими в прошлом году воспользовались 64 ребенка-сироты и 57 многодетных семей. Однако поступает множество запросов на снижение возрастного ценза для сирот с 23 лет. Прошу Минобразования Чувашии оценить эти запросы и представить соответствующие предложения в кратчайшие сроки. В текущем году поставлена задача досрочно завершить программу расселения из аварийного жилищного фонда. Первоначально планировалось расселить 528 граждан из 218 помещений. Но благодаря федеральной поддержке и средствам республиканского бюджета программа расширена. Дополнительно включены 10 домов, признанных по решению суда аварийными, в которых проживает 182 человека. Но сроки для нас остались прежними – 2023 год. Так как после этого мы сможем приступить к программе расселения из аварийного жилья, признанным таковым на 1 января 2021 года. Поэтому Минстрой Чувашии совместно с органами местного самоуправления следует организовать соответствующую работу на должном уровне. По итогам 2022 года удалось практически наполовину уменьшить количество долгостроя, где у нас имелись так называемые обманутые дольщики, и восстановить права 592 граждан по 7 проблемным объектам. В этом году необходимо решить проблемы не менее 875 граждан по 5 объектам. На особом контроле 4 долгостроя ООО «Специализированный застройщик «Лидер». Это более 1000 пострадавших граждан. В полном объеме завершено строительство проблемного объекта в городе Новочебоксарске. Здесь впервые был использован региональный механизм привлечения инвестора. Эта практика, на мой взгляд, нам позволит решить другую, очень долгую, важную проблему, если мы его распространим на решение исторической проблемы 13 семей, которые стали жертвами мошеннических действий. Некоторые из них свое жилье ждут с 1998 года. Это 35 лет. Вернее, 25 лет, четверть века. В целях создания центра притяжения инвестиционных проектов планируется дальнейшее развитие Чебоксарской агломерации, объединяющей Чебоксары, Новочебоксарск и Чебоксарский, Маринско-Посадский, Марговский и Цивильский районы. Совместно с Дом РФ формируется стратегический документ, мастер-план. Он ляжет в основу документов территориального планирования и градостроительного зонирования, правил благоустройства для всех территорий агломерации. Мастер-план позволит по-новому взглянуть на кажущиеся уже очевидными инфраструктурные решения с учетом современных урбанистических подходов. Благодаря конкурсу малых городов и исторических поселений в прошлом году преобразились парк имени 50-летия пионерской организации в городе Шумерле и центральный парк геометрика в городе Козловка. По итогам всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в прошлом году победителями признаны 5 проектов от Цивильска, Порецкого района, Алатыря, Новочебоксарска и города Шумерли на общую сумму около 600 миллионов рублей.
Чтобы населенные пункты преображались, чтобы сохранить преимущество для дальнейшего участия в программе, необходимо в срок и с должным качеством выполнить все предусмотренные работы. Уважаемые коллеги, мы продолжим также реализовывать начатый еще в 2021 году системный подход к модернизации коммунальной инфраструктуры в малых городах и сельских поселениях. Будут отремонтированы наиболее проблемные сети водоснабжения и водоотведения в Урнарах, Цивильске, Шихазанах, Кире, что позволит повысить надежность и бесперебойность их работы для более чем 28 тысяч жителей. В текущем году запроектируем объекты водоснабжения для более чем 57 тысяч жителей города Шумерли, Батыровского, Шумушинского и южной части Комсомольского районов. Наличие проектной документации позволит начать их строительство по новой федеральной программе модернизации систем коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы. Рассчитываем здесь получить 760 миллионов рублей, то есть мы уже имеем соответствующее подтверждение. Значительные средства, более 1 миллиарда рублей, планируется направить на замену ветхих тепловых сетей в городе Алатырь. Строительство в 2023 году 2 блочно-модульных котельных позволит обновить до 45% объектов водоснабжения, теплоснабжения города. Таким образом, он станет 3-м по счету малым городом Чувашии, которому выделяются такие значительные инвестиции. В прошлом году мы привлекли 887 миллионов рублей льготных кредитов Фонда национального благосостояния для строительства объектов теплоснабжения в Шумеле и Козловке. Общая стоимость строительства составит более 1 миллиарда 200 миллионов рублей с учетом республиканского софинансирования. Завершение основных работ планируется в 4-м квартале этого года, что позволит обеспечить обновление 95% сетей теплоснабжения в Козловке и 80% в городе Шумерли. Также выявлены основные болевые точки в сфере водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения. Для выработки системных решений, начиная с 2022 года, по этим направлениям привлекаются республиканские центры компетенций: Водоканал, биологические очистные сооружения и Чувашгаз. Но по итогам инвентаризации было выявлено большое количество бесхозяйных сетей водоснабжения, водоотведения и газоснабжения. В целях обеспечения качественного и безопасного предоставления коммунальных услуг населению ставлю задачу перед Минстроем совместно с Минэкономразвития Чувашии и органами местного самоуправления в 2023 году вовлечь в оборот обозначенные бесхозяйные сети с последующей их модернизацией. Программы по замене лифтов, отработавших нормативный срок эксплуатации. Предусмотрено замена 24 многоквартирных домов, очень большой. Минстрой совместно с Минфином Чувашии следует использовать все имеющиеся возникшие возможности ускорения данной работы за счет привлечения дополнительных финансовых инструментов. В связи с чем стоит обратить особое внимание на состояние наших дорог, задействованных в строительстве данного масштабного объекта. В 3-м квартале текущего завершения перевозок строительных материалов начнется восстановление первых 37 километров из 227 километров дорог. Оставшиеся 190 километров планируется привести в соответствие по отдельной программе Росавтодора. Минтрансу Чувашии нужно проработать с Федеральным дорожным агентством вопросы выделения финансирования на продолжение данной работы в последующие годы, ну и, конечно же, по возможности, чтобы это было как можно быстрее и с должным качеством. Стоит обратить внимание на то, что проект М-12 существенно повлияет на транспортную сеть всей республики. Изменятся существующие внутренние и транзитные транспортные потоки. Ставлю задачу перед Минтрансом Чувашии актуализировать документы транспортного планирования с учетом влияния автодороги М-12 на транспортную сеть республики. В прошлом году завершен первый этап реконструкции участка федеральной автодороги М-7. В районе села Хыркасы построена одна транспортная развязка. Мы все почувствовали, насколько изменилось здесь состояние транспортного благополучия и безопасности. Узким местом остается 12-километровый участок вдоль города Чебоксары.
Проектно-сметная документация по его реконструкции готова. Предусматривается устройство 4 транспортных развязок на наиболее сложных участках, что позволит ускорить движение по трассе М7, а это уже экология, а также упростить въезд и выезд из города Чебоксары. Прошу Минздрав Чувашии провести весь комплекс необходимых действий по началу финансирования названного объекта уже в текущем году. Большая работа нам предстоит по трансформации пассажирских перевозок общественным транспортом. В прошлом году завершена фундаментальная работа, позволяющая реализовать ее с учетом имеющихся пассажиропотоков, планов развития территорий и дорог, технологий транспортной работы и обеспечения безопасности. Разработаны основополагающие документы, паспорт комплексного развития транспортной инфраструктуры и стратегии регулярных пассажирских перевозок. Их отсутствие ранее не позволяло включиться в федеральные программы обновления транспорта и сопутствующей инфраструктуры. Теперь есть все предпосылки для того, чтобы ускориться и уже в 2023-2024 годах кардинально изменить транспортное обслуживание населения, решить давно назревшие проблемы межмуниципальных перевозок, прежде всего между Чебоксарами и Новочебоксарском. Прошу Минздрав Чувашии в полном объеме и в обозначенные сроки реализовать все мероприятия, а в случае необходимости своевременно их корректировать и дополнять. Если говорить в целом, региону удалось сохранить управляемость экономических процессов в кризисные моменты пандемийного 2020 года и в условиях новых вызовов 2020 года. Прошу прощения, вызовов 2022 года. В этот период не прекращал свою деятельность штаб по поддержке устойчивости экономики. Нашей целью было и остается движение по целевому моделированию сценариев развития и претворению их в жизнь. Оперативно реагируя на возникшие в экономике сложности, мы, конечно, использовали и традиционные, доказавшие свою эффективность, инструменты планирования и реализации наших планов. Я снова и снова и все правительство говорим слова благодарности всем за фундаментальную работу при разработке комплексной программы социально-экономического развития Чувашской Республики до 2025 года и стратегии 2035. Напомню, это была работа с участием тысяч наших жителей. Они помогли нам составить максимально полное представление о потенциальных возможностях и волнующих людей вопросах. На их основе мы обеспечили формирование портфеля перспективных инвестиционных проектов, прежде всего социальной и коммунальной инфраструктуры, в том числе проектов замкнутого цикла и зеленой экономики. За счет вышеназванных проектов мы смогли улучшить качество жизни людей, создать условия для развития частной инициативы и предпринимательства, использование всех возможных площадок для реализации наших планов. Это площадки исполнительных органов власти, как федеральных, так и региональных, и форумы российского и международного масштаба, в том числе Чебоксарский экономический форум. Все проекты мы стараемся реализовать так, чтобы наша продукция признавалась как на российском, так и на зарубежных рынках. Это, как нам кажется, главный индикатор качества той или иной продукции. Поэтому увеличение экспорта продукции, имеющей высокую добавочную стоимость, наш приоритет. Ровно для этого в 2022 году создан экспортный совет при главе Чувашской Республики, внедрена цифровая платформа «Мой экспорт», своего рода госуслуги для экспортеров. Все это наш ответ на введенные против нас санкционные ограничения. Ставлю перед правительством республики задачи на 2023 год. Сформировать новую географию экспорта на основе диверсификации экспортного портфеля с параллельным внедрением новых форм поддержки и регионального экспортного стандарта 2.0. Запустить так называемое экспортное меню. Прошу Минэкономразвития не сбавлять набранных темпов в данном направлении. В прошлом году, несмотря на высокую турбулентность, удалось как продолжить ранее начатые, так и запустить новые масштабные инвестиционные проекты. Прежде всего, это специнвестконтракты по стандарту 2.0. В 2021 году заключили контракт на организацию производства тракторов малой и средней мощности, а в 2022 году перекиси водорода антрахинонным методом. Напомню, уважаемые коллеги, проекты названного стандарта призваны обеспечить технологический суверенитет страны в отдельных сферах. Работа была начата заблаговременно. А его необходимость остро стала в прошлом году, когда коллективный Запад и Америка начали тотальную экономическую войну и ввели небывалые санкции в отношении России. Вместе с командами
системообразующих предприятий мы смогли обеспечить существенную, а где-то даже кардинальную модернизацию и расширение производства. Для достижения названных целей нам удалось добиться увеличения господдержки промышленного бизнеса с 325 миллионов рублей в 2020 году до более чем 7 миллиардов рублей в 2022 году. То есть 21 раз. Оперативно реагировали и на вопросы, связанные с обеспечением предприятий нужными кадрами. Радует существенный рост активности малых и средних предприятий. Их количество выросло на четверть. В 5 раз увеличилось число самозанятых. Важно, что 79% самозанятых – это новые предприниматели, люди, которые начали свою деятельность вновь. То есть можно смело говорить о тенденции выхода из тени большого количества людей. Но главное, все они наряду с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями получили доступ ко всем формам государственной поддержки, в том числе представляемым центром «Мой бизнес» в формате одного окна. Это привело и к увеличению числа социальных предприятий почти в 2 раза. До 50% доведена доля молодых предпринимателей в числе поддержки в муниципальных образованиях. С другой стороны, заложен мощный фундамент для повышения инвестиционной активности. Создана особая экономическая зона Новочебоксарск, которую следует рассматривать как точку экономического роста всей республики. Помимо этого, мы впервые в стране разработали инвестиционные профили по всем муниципальным образованиям. Реализован проект «Капитаны бизнеса». В 2024 году сформируем муниципальные инвестиционные команды с их обучением. В индустриальных парках Батыревского района и Новочебоксарска начато строительство объектов инженерной инфраструктуры. Мы смогли выиграть федеральные конкурсы на финансирование 5 новых инновационных площадок под производство. На них планируется разместить не менее 64 малых и средних компаний. Ведется строительство 2 частных парков «Машзавод» и «Аббат». Дополнительно одобрено федеральное субсидирование в размере 1,5 миллиарда рублей 3 частных парков – «Агрегатный», «Волга-Хим» и «Бреслер». Примечательно, что Новое Дыхание получает, казалось бы, угасшие производственные площадки завода «Контур», Чебоксарского агрегатного завода, незадействованные мощности химпрома, текстильмаша и бывшего овощехранилища «Пахча» в городе Чебоксары. Усиливаются процессы кластеризации экономики Чувашии. В 2022 году при поддержке Центра кластерного развития создано еще 5 кластеров. Приводное машиностроение, машиностроительный кластер, креативный кластер, кластер текстильной и легкой промышленности, кластер рециклинга сырья и отходов. В будущем ожидаем появления тракторного и химического кластеров. Для достижения мультипликативного эффекта сформированной базой правительству Чувашии необходимо максимально наполнение резидентами особой экономической зоны, вновь создаваемых частных технопарков и государственных индустриальных парков. Нужно приступить к запуску проекта «Сквозной инвестиционный поток», что позволит сократить сроки реализации инвестпроектов. Важно также начать процесс заключения офсетных контрактов, соглашений о защите и поощрении капиталовложений. На мой взгляд, у нас есть все шансы на уверенное движение к запуску нового инвестиционного цикла. Устойчивость и сбалансированность экономики, уважаемые коллеги, невозможны без надежной системы энергообеспечения. Республика занимает 11 место в рейтинге реализации государственной политики в области энергоэффективности и 29-е по энергодостаточности. Чувашия также вошла в число регионов-пилотов по консолидации объектов электросетевого хозяйства, что позволит обеспечить сдерживание роста тарифов на электроэнергию для конечных потребителей, сократить потери и упростить технологическое присоединение для бизнеса. В 2022 году успешно завершен первый этап консолидации. В этом году второй этап. Полная консолидация муниципальных объектов электросетевого хозяйства. В регионе реализован пилотный проект «Цифровой энергоэффективный район». И теперь мы приступаем к его масштабированию во всей республике. Вместе с тем продолжается проект по созданию информационной системы единой диспетчерской службы управления электрическими сетями, цифровые электрические сети. В
качестве пилотного региона республика включена в перечень территорий и автодорог федерального значения в целях создания зарядной инфраструктуры для электротранспортных средств до 2024 года. В прошлом году обеспечен запуск первой быстрой электрозаправочной станции. В этом году будет открыто 14 таких станций, а до 2030 года 164. Не менее значимой является задача по созданию генерирующих объектов на основе возобновляемых источников энергии. В планах за 3 года создать мощности генерации не менее чем 100 мегаватт электроэнергии. Для понимания, такая мощность сегодня требуется для энергообеспечения 5 муниципалитетов Чувашской Республики. Тем самым мы добьемся максимальной энергодостаточности и снижения тарифа на электроэнергию. Другой важный аспект. В прошлом году разработаны муниципальные программы энергоэффективности. Их экономический эффект может составить около 200 миллионов рублей ежегодно. Нельзя допустить, чтобы, как это было раньше, программы успешно лежали на полках. Их надо претворить в жизнь и добиться не только прямой экономии, но и повышения надежности функционирования энергохозяйства. Прошу органы местного самоуправления активно включиться в их реализацию, а Минпромэнерго Чувашии обеспечить должную координацию и контроль реализации утвержденных программ. В сельском хозяйстве, уважаемые коллеги, в очень сложный для нас год нам удалось сделать мощный рывок. Превысить показатели предыдущих лет и собрать хороший урожай. Можно сказать, рекордный урожай. Объем продукции агропромышленного комплекса по итогам года впервые превысил 100 миллиардов рублей с ростом на 15%. Считаю необходимым сохранить меры поддержки наших аграриев и правительству Чувашии разработать новые механизмы, которые позволят дать импульс прорывному развитию отрасли. Крайне важно каждому муниципальному образованию обновить портфель якорных инвестиционных проектов на ближайшие 3 года, сформировав для них земельные участки под ключ. При этом нужно вовлекать в оборот неиспользуемые земли сельхозназначения, реальная площадь которых в разы больше площади, которая подтверждает муниципальное образование в настоящий момент. Вся земля, пригодная для сельского хозяйства, должна быть доступна для наших аграриев и для инвесторов. Поддержкой инвестициями должны быть охвачены все направления АПК от производства до переработки. Особое внимание необходимо уделить стратегическому для республики направлению хмелеводству. Нужно снять все ограничивающие факторы, разработать дорожные карты по созданию научно-лабораторной инфраструктуры, закладки маточников для выращивания оздоровленного посадочного материала, организация серийного производства отечественного хмелеуборочного комбайна, решить тем самым важную задачу преодолеть зависимость от импортных составляющих. Такая же задача стоит в растениеводстве. Приоритет – снижение импортозависимости в семеневодстве. Для этого будет продолжена реализация проекта по созданию конкурентоспособного семенного фонда перспективных отечественных сортов картофеля в условиях Приволжского федерального округа. Тем самым республика вносит свой вклад в обеспечение АПК отечественными семенами. На основе перспектив создания новых производств и имеющихся аграрной специализации уже в этом году муниципальным образованием нужно определить приоритеты развития и составить производственные планы для каждого сельхозпроизводителя. В животноводстве необходимо продолжить курс на интенсификацию, обеспечить дальнейшее увеличение надоя молока, доли племенных животных. Для этого в ближайшее время должна быть разработана стратегия приоритетного развития животноводства до 2025 года. Впервые с этого года за счет средств республики выделены субсидии на льготное кредитование птицеводческих комплексов яичного направления, что позволит повысить обеспеченность населения куриным яйцом. Ключевым фактором динамичного развития животноводства является эпизоотическое благополучие. На фоне соседних регионов оно относительно стабильно. Нам удалось не допустить возникновения очагов особо опасных болезней животных, наносящих значительный экономический ущерб.
Тем не менее, у нас есть потенциал для наращивания возможностей сопровождения наших товаропроизводителей при подтверждении качества их продукции как для внутреннего потребления, так и для экспорта. Прошу здесь тоже представить соответствующие планы и задачи. Мы гордимся нашими аграриями, которые в непростых условиях не просто превысили показатели прошлых годов, но и смогли увеличить объем экспорта более чем на 3% и переориентировать его на Китай, Беларусь, Казахстан, Таджикистан, Армению. Это при том, что 20 из 37 стран-импортеров ввели против нас санкции. Примеры приведу. Агрохолдинг «Чува» вошел в топ-10 экспортеров мяса птиц. С этого года впервые экспортируется мука и комбикорма. Нельзя не отметить и то, что республика экспортирует продукции с высокой долей переработки, более 80%, что выгодно отличает ее от других регионов и открывает, естественно, экономические перспективы. Перспективное направление для нас – это производство полезных насекомых, энтомофагов. В новом биоцентре «Зеленый дом» агрофирмы «Альгеевская» центр способен обеспечить ими тепличные комплексы регионов Приволжского федерального округа. Крайне востребованы в условиях санкционного давления, такие насекомые являются эффективной альтернативой химическим препаратам для обеспечения экологичности продукции и соответствия стандартам ESG. Поскольку агропромышленный комплекс – это единственная отрасль, которая практически вся сосредоточена в сельской местности. Нам крайне важно сохранить долю жителей села, в частности, за счет программы комплексного развития сельских территорий. Органам местного самоуправления необходимо повысить качество подготовки проектов для участия в мероприятиях данной программы. Важнейшим механизмом достижения этой приоритетной задачи становится формирование так называемых опорных населенных пунктов. В них будут в приоритетном порядке строиться объекты инфраструктуры для оказания жителям всех необходимых услуг, обеспечения транспортной доступности и благоустройства. На сегодня в Чувашии определены 110 таких населенных пунктов. Принимая во внимание, что сельские территории находятся в фокусе всех министерств, необходима синхронизация мер поддержки для достижения единой цели улучшения качества жизни на селе. Уважаемые коллеги, туризм сегодня рассматривается как полноценная отрасль регионального хозяйственного комплекса, способствующая привлечению инвестиций в регион, в том числе потому, что в прошлом году заработал соответствующий национальный проект. По итогам прошлого года республика увеличила турпоток на 60% и заняла 6-е место в России по устойчивости развития туризма и индустрии гостеприимства. Нами завершены работы по строительству объектов, обеспечивающих инфраструктуру туристического кластера «Чувашия. Сердце Волги». Начаты пассажирские перевозки на скоростных судах «Валдай-45Р». Реализуется программа детского туризма. И здесь мы, безусловные лидеры. Для более чем 3000 школьников были организованы двухдневные туры по родной Чувашии. В 2023 году такой программой будут охвачены более 5000 школьников. Систематизирована работа по развитию промышленного и агротуризма. Успешным считаю первый туристический форум всероссийского масштаба «Чувашия туристическая». В этом году важно обеспечить участие в разработке федеральной схемы территориально-пространственного планирования макрорегиона «Большая Волга». Сейчас по этой программе идет очень большая работа, и, конечно же, это возможность включения в нее и наших малых городов, которые расположены на реке Волга. Необходимо также запустить туристический маршрут «Многоликой Чувашия» дорогами тысячелетий. Разработку региональных моделей детского, патриотического, образовательного и научно-популярного, промышленного, сельского туризма и иные мероприятия. В целях повышения эффективности государственного управления за последние годы правительством республики централизованы однотипные функции.
свойственные как органам исполнительной власти, так и органам местного самоуправления. Среди них закупки, бюджетный и бухгалтерский учет, управление кадрами, антикоррупционная деятельность. Все это в комплексе способствует полной открытости и прозрачности власти, эффективному расходованию бюджетных средств, исключению коррупционных рисков или назначению на должности родственников во избежание так называемого кумовства. К примеру, все органы исполнительной власти, отдельные казенные учреждения перешли на централизованный бухгалтерский учет. В 2023 году необходимо завершить централизацию бухучета всех казенных, а в 2024 году автономных и бюджетных учреждений. Перед администрацией главы Чувашии ставлю задачу распространить положительную практику кадрового обеспечения и единый антикоррупционный стандарт на республиканские и подведомственные учреждения. Все названные изменения сопровождались процессами цифровизации и пересмотра их реализации в рамках совместного с Росатомом проекта «Эффективный регион». В результате создан Республиканский центр компетенции по реализации проектов бережливого производства в сфере государственного управления. Сформирована база лучших проектов, выявлено, уважаемые коллеги, около 530 тысяч лишних часов трудозатрат, которые ранее выполнялись. По отдельным проектам достигнуто в итоге сокращение сроков процедур до 20 и более раз. Работа в этом направлении, несомненно, будет продолжена. В области цифровой трансформации в республике создано 10 новых платформ и 55 проектов в рамках концепции государства для людей. Осуществлен перевод массовых социально значимых услуг в электронный вид. Начат проект «Перспективные кадры для IT-отрасли». К платформе обратной связи подключены более 1500 организаций. Кроме того, создан ситуационный центр Чувашской республики, что позволит проводить мониторинг и прогнозирование состояния отраслей экономики, экспертную оценку принимаемых решений и моделировать их последствия, осуществлять управление в кризисных ситуациях. Проекты цифровой трансформации способствуют достижению цифровой зрелости как отдельных ключевых отраслей, так и региона в целом. Минцифры совместно с органами исполнительной и муниципальной власти поручаю продолжить реализацию этого направления, а Минэкономразвития Чувашии реализовать пилотные проекты «Эффективное министерство» и «Эффективный муниципалитет». В прошлом году был завершен процесс формирования единой системы публичной власти. Согласно нормам Конституции Российской Федерации. В их развитии, уважаемые депутаты, внесены изменения вами в региональные законы, в том числе Конституцию Чувашской республики. Завершено объединение муниципальных районов и поселений в муниципальные округа. Одноуровневая организация местного самоуправления позволит эффективно использовать все ресурсы для стратегического развития, повышения оперативности принятия решений, расширения подходов к работе с жителями, а главное – исключить формализм. Ведь местное самоуправление остается самым близким к населению уровнем публичной власти. Ставлю задачу перед администрацией главы Чувашской республики разработать систему оценки эффективности органов местного самоуправления. Важно оказывать и действенную помощь в повышении компетенций управленческих команд, престижа и интереса к муниципальной службе, внимание требовать обучения лучшим муниципальным практикам. Это и экономическая, градостроительная политика, управление муниципальными финансами и внедрение цифровых технологий и платформенных решений «Умный город», обеспечение эффективной обратной связи с жителями, укрепление межнационального мира и согласия. Необходимо содействовать органам местного самоуправления в подготовке качественного кадрового резерва и формировании эффективных управленческих команд. Институты гражданского общества, уважаемые коллеги, занимают все более важное место в нашей жизни. Основную координирующую роль в этом процессе выполняет Общественная палата Чувашии. По итогам 2022 года она вошла в топ-10 палат страны. Достигнутый ею позитивный опыт считаю необходимым транслировать и во вновь образованные муниципальные округа. Тем более нас радует достижение наших социально ориентированных некоммерческих организаций, которые почти на треть увеличили объем привлечения в республику грантовых средств под реализацию важнейших общественных проектов. Это 125 миллионов рублей. А за счет республики мы также по сравнению с 2020 годом в прошлом году увеличили в 3 раза поддержку этих организаций.
Поэтому в целях расширения общественного участия в реализации вопросов местного самоуправления считаю назревшим создание в 2023 году муниципальных общественных палат. Безусловно, это придаст новый импульс развитию гражданского общества и в целом республики. Все вышеназванные направления, несомненно, должны быть финансово обеспечены как по объемам, так и по срокам реализации. В целом, финансовые возможности республики за последние годы существенно выросли относительно базового 2019 года. Это по расходам почти мы выросли на 50%, по собственным доходам на 40%. При этом по темпу их роста собственных доходов в 2022 году Чувашия заняла второе после Татарстана место в Приволжском федеральном округе. На 70% увеличилась поддержка со стороны республики муниципальных образований. В целом же их бюджетная обеспеченность за счет роста собственных доходов и перераспределения источников возросла за эти годы в 1,5 раза. Считаю правильным возросшие возможности финансовые реализовать в качестве рычага для привлечения средств инвестиционного характера из федерального бюджета, институтов развития, в том числе зеленых финансов для решения важнейших задач развития республики. При этом важно, конечно же, учесть необходимость обеспечения финансовой устойчивости республики. Завершая свое выступление, уважаемые коллеги, хочу вернуться к теме наступившего года – нашим детям. Все сказанное выше направлено на создание благоприятных условий для их самореализации, чтобы они стали гражданами, знающими свою историю, чтящими традиции своих предков, были патриотами, способными противостоять любым вызовам. В качестве особых слов напутствия, добрых пожеланий нашим детям приведу строки нашего выдающегося земляка, народного поэта Чувашии Геннадия Айги. «Шин пулмалавыл ирекле, телейле, шагирик пушланатвыл щержинже, ажалых пулдыр лыпкада хевелле, шин үстер ыржандалык шуттынже». Все это, уважаемые коллеги, возможно, если мы с вами будем действовать слаженно, вместе во благо нашего будущего, детей и молодежи Чувашии. Спасибо большое за внимание. Уважаемые коллеги, я бы попросил еще минуту внимания, нарушить уже устоявшуюся традицию и попросить вас остаться в зале и претворить в жизнь очень приятную, ответственную миссию. Среди нас сегодня достойный сын чувашского народа, уроженец города Алатыра Артемий Олегович Репкин. С прошлого года он является участником специальной военной операции, в ходе которого получил ранение. С 24 февраля 2020 года в составе оперативной группы отдельной бригады разведки выполнял задачи по организации материального и тылового обеспечения колонны вооруженных сил Российской Федерации. Колонна попала в огневую засаду. Возглавив личный состав подразделения обеспечения, Артемий Олегович принял бой с превосходящими силами ВСУ. Под интенсивным минометным огнем вывел личный состав без потерь. Позвольте выполнить почетную миссию, вручить орден мужества, который присвоен ему указом президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении гражданского долга. Указом президента Российской Федерации орденом мужества награжден Репкин Артемий Олегович.
Только что закончилось послание главы Чувашии Олега Николаева Госсовету Республики. Оно продолжалось 1 час 8 минут. Те, кто не успел посмотреть прямой эфир на национальном телевидении, сегодня вечером вместо информационных программ «Республика» на чувашском и русском языках национальное телевидение покажет телеверсию послания. Начало в 19:00. Радиоверсию послания можно будет послушать в 20:00 на национальном радио. Сегодня глава региона озвучил основные направления, над которыми депутатам, органам власти, муниципалитетам, общественникам предстоит в первую очередь работать в 2023 году. Мои коллеги внимательно следили за происходящим в Чувашской государственной филармонии и отметили интересные факты. В этом году мероприятие традиционно началось с гимна страны и Чувашии. Их исполнил хор. Олег Николаев подпевал обоим гимнам. Всего глава Чувашии зачитывал документ 1 час 8 минут, как я уже сказала. За все это время он 5 раз обратился к залу со словами «Уважаемые коллеги». В зале было 680 человек, 6 из них были в головных уборах, 11 в красных пиджаках. У 18 были красные галстуки. На площадке работали около 60 журналистов, 10 фото- и видеокамер. За все время озвучивания послания глава региона 4 раза говорил на чувашском языке. Через 40 минут с начала мероприятия Олегу Николаеву принесли стакан воды. В зале присутствовали участники специальной военной операции. Тех, кто отдал свои жизни за родину, почтили минутой молчания. Напомню, для людей с нарушением слуха впервые во время